В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 55 новых случаев COVID-19 в Якутии. Оперштаб прокомментировал ситуацию в Верхоянском районе. Тампонский район почти готов к отопительному сезону, однако есть нерешенные проблемы. Какие? Сыр, который любит вся республика. Предприятие АМА планирует увеличить объемы производства продукции. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутии остается напряженной. За сутки COVID-19 заболели еще 55 человек. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. География следующая. 37 случаев в Якутске, 5 в Мегино-Кангаласском районе, по 4 в Татинском и Чурапчинском, по 2 в Алданском и Верхоянском, 1 в Нюрбинском. Особый резонанс вызывают случаи, которые которые имеют место в Верхоянском улусе. Здесь я хочу обратить внимание на такую ситуацию. Вся ситуация в Верхоянском улусе – это прежде всего и для жителей Верхоянского улуса, и для тех земляков, которые переживают за тех, кто живет в Верхоянском улусе. Вся ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. 10 с лишним дней, почти 11 дней, в Верхоянском улусе работал первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия, который оказывал и методическую, и необходимую медицинские консультации вместе с практикующим инфекционистом, который был по просьбе жителей специально направлен в больницу Верхоянского улуса. Сейчас в больнице находится 4 больных, и мы ждем их скорейшего выздоровления. Я прошу непосредственно обратить внимание на то, что те обращения, которые идут по Верхоянскому улусу, все будут достаточно четко, особенно по одному из небольших населенных пунктов, по кому как Арылах, будет отдельно рассмотрены, при необходимости будут приняты дополнительные меры. Принятая стратегия развития арктической зоны Якутии станет базовой моделью для разработки соответствующего документа в рамках всей страны. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры управления проектами и программами Capital Group Российского экономического университета имени Плеханова Иван Потравный. Он отметил, что люди в Арктике ждут изменений, и если сейчас не принять меры, то может наступить так называемое демографическое опустынивание. Необходимо развивать инфраструктуру и социальную сферу. Эксперт выделил раздел, посвященный производству продуктов питания из местного сырья. Так как продукция экологически чистая, по его мнению, она может представлять интерес не только для других регионов страны, но и стран. Также Иван Потравный подчеркнул, что стратегия уделяет внимание поддержке предпринимателей. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики Якутии является развитие промышленности. Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной и газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. Подготовка к отопительному сезону подходит к концу в Тампонском районе. В эти дни рабочая группа во главе с мэром Хандыги проверила объекты ЖКХ райцентра. Подробности у Марии Винокуровой. Сегодня райцентр Тампонского улуса, поселок Хандыга с населением около 6 тысяч человек, обогревает 9 котельных. Новая котельная Югры, введенная 2 года назад, зиму отработала без критических сбоев. Из 9 котельных 5 полностью готовы к отопительному сезону. В остальных подготовительные работы подходят к завершению. На котельной СХТ заменены 2 котла, работы уже закончены. На котельной 56 квартирного дома у нас монтаж котлов проведен. Работы будут закончены 25 августа. В целом общая готовность по Хандыге больше 80% на данный момент составляет. Все внутри котельной. Насосную группу ремонт сделан. Подпиточных, циркуляционных полностью ревизия. Тоже замена подшипников.
На сегодня готовность котельных, тепловых и водопроводных сетей составляет свыше 80%, канализационных – 93%. Нормативный запас твердого топлива составляет 100% от плана. Производится капитальный ремонт центрального трубопровода, который снабжает у нас жилфонд, квартал жилфонда и котельную Нюрбы. Труба протяженностью идет 760 метров, идет устройство режей, уборка старого короба, утепление будет производиться под утеплитель и жесть. Самый больной вопрос для Хандыги, который из года в год поднимают жители поселка, это нахождение котельных в жилых кварталах, рядом с социальными объектами. Поэтому давно назрел вопрос оптимизации 2 котельных ПМК и РИК. Тем более в рамках нацпроекта началось строительство каменных домов, которое будет связано в первую очередь с коммунальной инфраструктурой. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. В Якутии начался осенний сезон охоты на пернатую дичь. Отметим, что летне-осенняя охота по группам улусов делится на болотно-луговую дичь и боровую дичь. Охота разрешена до 20 октября. Всех охотников призываю соблюдать правила охоты. Во всех территориальных подразделениях Министерства экологии осуществляется выдача разрешений. В городе Якутске выдача разрешений осуществляется в 3 пунктах. Это Якутским комитетом Госэконадзора на 202 микрорайоне, корпус 18/2, дирекции биологических ресурсов на улице Свердлова, 14 и проспекте Ленина, 22. В хозяйствах республики сезон большого молока предприятие АММА продолжает заниматься заготовкой и переработкой сельхозпродукции и производит амгинский сыр, который пользуется большим спросом в республике. Здание сыродельного цеха построили в 2011-м. Амгинские сыровары пока не намерены переходить на сыры промышленных технологий. Местный натуральный сыр дозревает 40 дней. Продукцию быстро раскупают как в Амгинском районе, так и в Якутске. К сожалению, пока мощность оборудования не позволяет удовлетворить растущий спрос. Сейчас в холодильных камерах может храниться максимум 4 тонны сыра. Для увеличения объемов производства предприятие планирует увеличить площадь хранилища и обновить материально-техническую базу. Нынче у нас уже 7-й сезон. Мы начали со 100 килограмм. План у нас был, сейчас уже у нас планы 8 тонн. Уже мы сделали больше 7 тонн. Еще у нас 2 месяца, мы должны сделать больше 10 тонн. Это у нас сыр по голландской технологии, сыр амгинский из лугов амгинского пастбища. Здесь у нас 2 смены работает. Это в смену тонны молока. Из них примерно выходит 100 килограмм сыра. В день мы 200 килограмм примерно делаем. Могилу участника Великой Отечественной войны Ивана Дмитриева в Покровске привели в надлежащий вид. Он родился в 1896 году, также принимал участие в Первой мировой и гражданской войнах. Во время Великой Отечественной проявил мужество и отвагу, починил 2 поврежденных автомобиля с боеприпасами и доставил их на огневую позицию. На Покровском кладбище Ивана Дмитриева похоронили в 1985 году. И за 35 лет его могила пришла в удручающее состояние. И родственники решили обновить ее на свои средства. Поменяли памятник, оградку, обложили прилегающую территорию мрамором. По памятнику Дмитрия Ивана Ивановича нам попросила помочь и внучка Любовь Владимировна, потому что военные захоронения, они имеют свои правила. И мы хотели бы, чтобы наш герой, он очень уникальный человек, и мы хотели бы, чтобы солдат остался даже вот в последнем месте пристанища, чтобы он был именно героем тех войн, тех 3 войн. И мы очень гордимся, что хоть чем-то помогли. Добровольцы Алданского района впервые получили официальный документ, подтверждающий их статус. Книжки волонтера вручили активистам в сфере культурно-массового сектора. Все подробности у Руслана Павлова.
Добровольческое движение в Алданском районе активно начало развиваться с 2011 года. Именно тогда первые добровольцы-помощники приняли участие в организации и проведении бардовского фестиваля «Берег дружбы». И закономерно то, что первые книжки волонтера вручены активистам культурной сферы. В период сейчас пандемии, которая сейчас идет у нас по всему миру и по Алданскому району, конечно, от волонтеров зависит очень и очень много. Поэтому, конечно, я хотел бы поблагодарить вас за ваш труд, за ваш бескорыстный труд на благо всех нас и прежде всего алданского общества. С каждым годом волонтерское движение растет и ширится. К нему примыкают люди разных социальных слоев, возрастных категорий и вероисповеданий. У нас достаточно разный контингент работает вместе с нами. Это и педагоги, и психологи, это и студенты, и школьники. И причем у нас есть и младшие школьники, которых мы тоже привлекаем, хотя они еще не достигли того возраста, чтобы называться волонтером. Но тем не менее мы подготавливаем контингент себе заранее. И поэтому это те ребята, которые помогают нам организовывать социально-культурные проекты. Книжка волонтера сродни трудовой. В ней обозначаются не только персональные данные, а также проекты, в которых участвовал человек, и даже часы, которые он на это потратил. Кроме того, книжка имеет идентификационный номер, который внесен в российскую базу волонтеров. И там заносится личный ID, номер, регистрируется волонтер, ему присваивается личный ID номер, по которому его можно, в принципе, отследить. Этот волонтер может присоединиться к любому мероприятию. Как волонтер, там есть такая вкладка «Готов помогать». Книжка волонтера служит еще и приоритетом для участия в федеральных и зарубежных проектах, таких как спартакиады, олимпиады, крупные культурные мероприятия. Да, у меня есть в дальнейшем планы, то есть я сейчас буду поступать в университет, я там собираюсь идти в волонтерское движение, собираюсь продвигаться и выбиваться именно на Россию, чтобы участвовать в волонтерстве по России. В основном по спорту, потому что я иду учиться на учителя физкультуры. Первая дюжина волонтеров получила свои документы и закрепила официально свой социальный статус. Практика будет продолжена, и вскоре все добровольцы Алданского района получат такие волонтерские книжки. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Якутянка Дарья Лаврова вошла в топ-5 на творческом этапе финала национального конкурса красоты «Миссис Россия». Дарья исполнила легендарную песню из репертуара Уитни Хьюстон. Сегодня в концертном зале «Известия Холл» назовут имя обладательницы титула «Миссис Россия-2020». Победительница конкурса представит нашу страну на крупнейшем международном конкурсе «Миссис Ворлд». Дарья Лаврова выйдет на сцену под номером 46. Финал состоит из 4 этапов: визитка, выход в купальниках, вечерних нарядах и национальных костюмах. Для меня это было очень волнительно, но тем не менее я ни разу не сделала шаг назад, я все время шла только вперед. Даже когда мне было очень страшно, я все равно шла вперед. Голосуем только один раз, он закончится как раз в день финала, поэтому усиленно голосуем. Дорогие мои, вместе мы сила, я надеюсь, что мы все вместе осилим и сделаем большой прорыв. К слову, это не единственная участница из Якутии. За титул «Миссис Россия-2020» также борются 2 представительницы города Алдан – Бочкарева Антонина и Мандур Карина. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.